Внимание, товарищи, спокойно. Занимайте свои места. Товарищ в пятом ряду, не разговаривайте. Вы мне мешаете. Товарищи, смотрите на меня и повторяйте каждое мое движение. Приготовились? И раз, два, три, четыре. И раз. Товарищи, не отвлекайтесь. Это вас не касается. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Все. Спасибо, товарищи. Переходим к водным процедурам. Отыскать я смог золотой цветок, этим именем прекрасным не выбудь, обойди сады, все сорви цветы, но искать напрасно будешь лучше Совсем просто. Прошу. Неужели никто не хочет проделать это полезное упражнение? Тоже придумали. Если я нырну с этой вышки, я обратно не вынырну. Вы поймите, товарищ. Я ничего не желаю понимать. Я женщина, и мне это противопоказано. Здравствуйте. Это же совсем не трудно. А главное, очень полезно. Прошу прощения у дам. Кто это такой? Нет, это главный врач нашего санатория. Его не было целый месяц, он только что сегодня приехал. Сейчас? Откуда? Он был в Москве на сессии. Неужели приехал? Ну, вот видите, легко и просто. А ведь я немного старше вас. Можно вас на минуточку? Пожалуйста. Товарищи, продолжайте. Я сейчас. Да. Я вас слушаю. Мне кажется, что вы работаете с отдыхающими неправильно. Неправильно? Да, мой друг. Ведь вы даете отдыхающим непосильную задачу. Извините, а кто вы такой? Я, видите ли, некоторым образом... Вот что, товарищ, спасибо, что вы некоторым образом поддержали мой авторитет среди отдыхающих. Но выслушивать ваши советы, извините. Я не девочка, у меня специальное образование. Одну минуточку. Да. Я, видите ли, тоже не мальчик. И я немного постарше вас. Мне 60. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Ксения Павловна. Ну как же вы добрались? Хорошо. Ну дали бы телеграмму или позвонили бы, я бы вас встретила. Ничего. А что с вами? Нырял? Да? Вы уже знакомы? Да, знакомый. Ну как вам понравилось наша Вивюль? Вы знаете, она у нас недавно, но на всех произвела удивительное впечатление. На меня тоже. Вам столько корреспонденции, письма, телеграммы. Телеграмма? Да, но вы не беспокойтесь, там ничего важного. А откуда вы знаете? Я прочла. Спасибо. Доктор, с приездом. Благодарю вас. Одна телеграмма меня особенно тронула от народного артиста Байбуханова. Спасибо, дорогой доктор. Точка. Вы возвратили мне голос. Все мои песни посвящаются вам, Байбуханов. Точно. Да, вам письмо из Ленинграда. Из Ленинграда?
Ах, вот оно что. Оказывается, мне сегодня стукнуло 60. Только ты, Василий Васильевич, зря умываешься. Гостей не будет. Вот думал, дочка приедет. Опять не может. Может быть, выйти на пенсию и поехать к ней исполнять обязанности дедушки? Не знаешь, всегда ты увиливаешь от ответа. Ох, извини, Василий Васильевич, а то из-за твоей болтовни на обход опоздаю. Как ничего не сделано. А конюшня? Это ж такая конюшня построена, что ни одной лошади не снилось. Да, доктор, работа проделана большая. Топливо заготовили. По линии садоводства сад окружен колючей проволокой. Ремонт почти полностью закончен. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. А рентген? Скоро будет вам и рентген. Когда скоро? Доктор, кого надо, я и так насквозь вижу. Нет, вы не шутите, Спиридон Степанович. Вот я не понимаю, зачем вы сад обнесли колючей проволокой? А как? Я бы то, наоборот, дорожку сделал, чтобы отдыхающие пользовались. Что вы, то ли все пожрут, не хуже пердатых. Ну и на здоровье. Ну, знаете, дорогой мой. Да, не забудьте, пожалуйста. Я понимаю, вы человек энергичный, хозяйственный, многое сделали, но все как-то не так. Ох, доктор, да чего же мне трудно работать с вами? Да, трудно, потому что мы должны создать самые лучшие условия для отдыха. Поймите, голубчик, радовать человеческое сердце так же важно, как и лечить. Ну, а что же им еще надо людям? Ешь, пей, гуляй, воздух, природа. Ну, если что не так, то любой отдыхающий понимает, что самый плохой отдых лучше самой хорошей работы. Спиридон Степанович. Так неудобно, так неудобно. Как я, девчонка, могла обидеть 60-летнего человека? Что вы, ему значительно меньше. Впрочем, это нетрудно проверить. Господи, Что с вами? ему не просто 60, ему сегодня 60. Как я невнимательна к этому святому человеку. Ксения Павловна, надо что-то придумать, отметить. Конечно. Послушайте, я знаю человека, который может придумать лучше всех. Кто? Кто? Ну, конечно, Мурат. Позовите-ка его. Вы лучше сами позовите. Ай-яй-яй-яй. Мурат Асаныч, Что, Ксения Павловна? можно вас на минуточку? Через минуточку. Не понимаю ваших отношений. По-моему, он в вас влюблен до потери сознания. Что вы? Поверьте моему опыту, он смотрит на вас, как загипнотизированный. Он просто пишет мой портрет. Просто пишет. А чем пишет? Как чем? Маслом? Маслом? Сердцем, а не маслом. Мужчин надо понимать с полуслов, с полувзгляда. Мой первый муж Александр... Ах, нет, простите, у меня был Николай I, Александр II. Да, так вот, он измучил меня, говорил равноправие, эмансипацию, а сам так закабалил. Вы мне рассказывали, Ксения Павловна. Да? Возможно. Не раз. Ну что, может, и здесь что-нибудь это? Бассейн вам, пляж, вышка, трамплин вам, понимаете, ну? А этот трамплин человека выдержит? Да он лошадь выдержит! Пожалуйста, вот. Директор нашей колонии. Не ушиблись, Спиридон Степанович. Да иди! Ну, упал человек. Ну, что смешного? А говорили, что лошадь выдержит. Да что вы меня все лошадьми порекаете меня? Если хотите знать, лошадь тоже человеческое отношение
понимаете, не хуже ваших отдыхающих. Когда я был директором конезавода, у меня было их 30 тысяч. Понятно, нет? Не 300 человек, как у вас, а 30 тысяч. И ничего, справлялся. И никто не жаловался. И в сельгазету заметок не писали. Охотно верю, люди, они всегда чем-нибудь недовольны. Да, а вы первый? Ну, такой же я человек. И я. Какой есть, такой уж есть. Не нравлюсь, ищите другого директора. И я тоже. Понятно, нет? Ну, невозможный человек. Святой человек. Ей-богу, святой. И этот человек в такой день один. Без семьи, без женской ласки. Надо что-то придумать. А я знаю, что. Что? Так, ну а как насчет метрических данных? Совпадает? Конечно. Ну что же, биография у нее, прямо скажу, скучноватая. 17 лет на одном месте. Человек, он, конечно, не сахарный, но если нужно, так сказать, ударить, то ударим. Как? Внимание. Дело известное. Значит, благодарность в приказе и оклад. Так, недорого и солидно. Спиридон Степанович, я думаю, надо сделать по-другому. Как-то по-другому, порядок один. Спиридон Степанович, наш доктор говорит, что радовать человеческие сердца так же важно, как и лечить. А месячный оклад, это что, по-вашему, радость, да? Зачем же так официально? Суп. Ну, Короче. У него лечились артисты, музыканты, писатели. И вы только подумайте, как это будет замечательно, когда все эти люди приедут приветствовать нашего доктора. Я предлагаю организовать концерт. Концерт? А деньги? Какие деньги? Ну, этим артистам. Они выступят бесплатно. Бесплатно? Да. Не смеши народ Трусунова. Бесплатно отдыхать, бесплатно лечиться, это не любит. А бесплатно выступать? Понятно, нет? О, вот доктор вам скажет. Он артистов хорошо знает. Доктор, прошу вас, садитесь. Спасибо. Скажите, артисты бесплатно выступят или нет? Как бесплатно? Ну, без бобиков. Смотря какой случай. Случай самый обыкновенный. Дело в том, что сегодня... в общем, они решили организовать концерт. По какому поводу? Повод ничего, хороший. В общем, не в поводе дела. Я говорю, артистам главное что? Главное – это финансовый стимул. Им либо наличными, либо перечислением. А лучше всего наличными. Неправда. Артисты удивительно отзывчивые люди. За 300 рублей. За 300 рублей я и сам отзывчивый. Как вам не стыдно? Я знаю сотни примеров. Вот сами убедитесь. Приедут они или не приедут? Куда? Да к вам! Ушли. Спасибо, Ксения Павловна. Спасибо. Выручили так вовремя. И как вы догадались? На это ли я способна для доктора? А вдруг действительно артисты не приедут? Тогда что? Не волнуйтесь, Бибигуль. В это дело включаюсь я. Для вас, если нужно, луну с неба достану. Луну каждый может. Вы лучше машину достаньте. Машину. Мой друг Ишак постесняется людей. Могу пешком я добраться скорей. Пожалуйста, милый, быстрее беги, как другу помоги. Представь, что ты арабский конь, в груди твоей горит огонь, и ты летишь, взымая пыль, как гоночный автомобиль. Эй, 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 Софийку, ты учит только клоуном. Мой друг Ишак, перестань быть овцом. Эй! Мурат, как вы достали машину? Постарались. Спасибо, Терентий Иванович. Да, проявление благодарности бурное. Но ведь человек нам помог. И я вам помогаю. Вы другое дело. Ясно. Вам нравится только усатый мужчина с техническим образованием. Мне вообще мужчины не нравятся.
Вы лучше скажите, что делать с Ишаком? А вы почему поехали на Ишаке? Это идея Ксении Павловны. А, сейчас. Прошу. Ну, прошу тебя. Черт. Ну, иди. Иди. Ура! Ишаки все делает наоборот. Чтобы он пошел в ту сторону, его надо гнать в обратную. А? Пошел. Привет, Ксень Павловне. Спасибо, Мурат, вы умница. Когда я имею дело с ишаками. Значит, вам мужчина вообще не нравится? Что вы, некоторым нравятся. А какие? Какие? Веселые. Блондины высокого роста. Ясно. Да, и не ревнивые. Это ужасно, когда человек ревнует без всяких оснований. Когда есть основания ревновать, уже поздно. Поехали, Терентий Иванович. Да, давайте лучше займемся списком артистов. Я хочу пригласить этого, я не помню его фамилии, он был на диете и обыграл вас всегда в пинг-понг. Помните, пожилой скрипач? Помню. А потом обязательно Такена Бадырова. Такой молодой, красивый, заслуженный певец. Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро здесь, Фигаро там. Фигаро. А по-моему, не стоит. Почему? Вы же сами говорите, молодой. Значит, у него мало опыта. Лучше кого-нибудь постарше, народного. Зачем? Он так прекрасно поет. Фигаро, Фигаро. Да, а его же нет. А где он? Он уехал. Куда? В Китай. Надолго? На 2 месяца. Очень жаль. Он мне так нравится. Нравится. Я счастлива работать с вами. Всего не выразишь словами. Не раз шептал мой милый мне о любви, и я с трудом гасила пламя в крови. Сердце, успокойся, ах, сердце, не стучи, скрой поглубже чувства, замолчи, скрой поглубже чувства, замолчи. Все наши встречи были днями чудес. Я так его любила, но он исчез. Сердце, успокойся, а в сердце не стучи. Скрой поглубже чувства, замолчи. Если бывший милый снова придет, то страсть уже остыла, а в сердце лед. Сердце, успокойся, ах, сердце, не стучи, скрой поглубже чувства, замолчи, скрой поглубже чувства, замолчи. Черт знает что. Отвернешься только, сразу беспорядок. Вазу у директора почему-то убрали. Стояла здесь, пусть бы и стояла весь век. Понятно? Нет? Знаете, да? Заканчивай, Фрида Степанович. Писательница. Киногазету басню пишете. Тоже мне Михалков. Надо же понимать, уборщица не должна выносить ссор из избы. Я не должна. А кто же должен? Эх. Ну ладно. Не надо, таки не надо. А мне все равно. Ну, что там еще? Ну, что? А ну, бери вот это. То-то. А все-таки должна. Все наши встречи были. А, дайте-ка. Да, Ксения Павловна, пошлите ко мне парикмахера. Вы бы лучше к нему, там удобнее. Что делать? Я не из тех людей, которые ходятся за удобствами. Работнички.
примите самый искренний привет. Желаю долгих и счастливых лет. Я счастлива работать с вами. Всего не выразить словами. Любящие вас Кс. Что за Кс? Позвольте. Так это же подпись Ксении Павловны. Такое дело. Здравствуй, Сидоренко! Привет. Доктора Лаврова знаешь? Ну, так в прошлом году отдыхал, по 2 порции получал. Понимаешь, товарищи хорошее дело задумали. Помоги им с транспортом. Ясно. Извините, товарищи, я бы в город отвез, но Филькина знаете. Понятно, нет? Ну да. Спасибо, Терентий Иванович. Счастливо! Здравия желаю, товарищ Бадыров. Извините, прошу. Мурат! Здорово, дружище. Здравствуй, Вот это здравствуй. встреча. Познакомьтесь. Мы знакомы. А мне кто-то сказал, что вы в Китае. Собираюсь через 2 месяца Ну, значит, я не так уж ошибся. Вы в город? в город. Можно с вами? Еще бы очень рад, прошу вас. Спасибо. Пожалуйста. Мурат, садись. Значит, выступите? Обязательно. Спасибо. Доктор будет очень рад. А вы? Еще бы, это такое наслаждение слушать вас не на пластинке. Оживем. Пожалуйста. Солнце в синеве, в серебряной листве нежно улыбнулась мне. Ветер озорной летит, спешит за мной, как наездник на коне. Надо мной небо синее, облака лебединые, и плывут, и зовут в дальний путь за собой. Через все расстояния, через все ожидания я пройду и найду путь к тебе одной. Где тебя искать и как тебя узнать, что прочту в твоих глазах? Кто расскажет мне, ты в дальней стороне или рядом в 2 шагах? Надо мной небо синее, облака лебединые, и плывут, и зовут в дальний путь за собой. Через все расстояния, через все ожидания я пройду и найду путь к тебе одной.
я пройду и найду путь к тебе. Браво, браво! Что это за песня? Новая, из кинофильма «Наш милый доктор». Там ее поет один влюбленный. Замечательно! С этого мы начнем концерт. Это будет гвоздь нашей программы. Что такое? Гвоздь программы. Зря Ишака отпустили. Давай-ка, быстренько, быстренько, организуй мою внешность. Еду на прием к товарищу Омару. Понятно, нет? Один момент. Спиридон Степанович, у меня к вам, извините, деловой разговор. Выбрал время. Зашел бы на прием. Пробовал. То заседание, то уехали. У меня, понимаете, предложение рационализаторское. Я подсчитал. Я ежедневно состригаю с граждан до килограмма волос. Ах, надоел же. Вот я и предлагаю. Ну зачем же сейчас? Ты же ко мне заходишь запросто. Это верно. Спиридон Степанович, вас телефон. У меня народ, я занят. Жена на проводе. У меня народ тут. Ну, давай, давай уже ты. Сначала я хочу сказать, поскольку... Короче. Пожалуйста. Поскольку эти волосы являются шерстью... Кстати, короче. Пожалуйста. И могут быть использованы, так сказать... Короче. Короче? Короче невозможно. Ты что наделал? Ты что настриг? Вы же сами просили. Короче. Я и... Боже мой. Да я ж тебя под суд отдам. Да я ж тебя упеку, усажу. Ты кострик, директор Леонцева. Там мне вид нужен, понятно, нет? А ты что? А? Что с вами? Ходыка из меня сделал, да? Да я уж тебя 15 суток получишь за мелкое хулиганство. Нет, 5 лет за вредительство. Господи! Извините, Ксения Павловна, я не совсем в порядке. Такой день, упредитель! Хозяин дома? Батюшки, кого я вижу? Здравствуй. Здравствуй, Сергей, дорогой. А почему ты не в постели? А я срочно выздоровел. Ну, садись. Нет, ты садись. Дорогой друг, позволь мне сегодня, в этот знаменательный день, горячо и сердечно поздравить тебя. Сергей, неужели ты не забыл, Сергей? Не перебивай оратора. Очень прошу тебя принять этот маленький, но необходимый в каждом доме подарок. Что такое? Интересно. Ты с ума сошел? Это же еж! Нет, это не еж, это ежиха. Неделю ее ловил. Но зачем? Ну а как же? Во-первых, она ест мышей. Во-вторых, она создает хорошее настроение. Пришли гости, ты говоришь, садись, а там еж. Очень смешно. Да ну тебя. Официальная часть окончена. Пускай года стремительно летят, пусть молодость не может возвратиться. Считай, мой старый друг, что наши 60, ведь это 2 раза по 30. Твоим
словам, мой друг, я очень рад. Нашел забавный способ утешаться. Но если так считать, то наши 60. Ну. Скорее, 3 раза по 20. Но если так считать, то наши 60. Скорее, 3 раза по 20. Спасибо, Сергей. При твоей рассеянности вспомнить о моем дне рождения. Ну, Мурат, действуй. Ровно через час на этом месте. Через час? Много. Что вы будете делать целый час? Ну, ладно. Я засекаю время. Посмотрим, кто быстрее управится. Чудный парень, Мурат. Художник с большим будущим. Он закончил ваш портрет? Откуда вы это знаете? О, я все знаю. Все. Нет, дружище, никуда ты от нас не уйдешь. Ты столько людей вылечил. Будешь Филькина. Ну его, не понимаю я его. Убей меня, не понимаю. Да, надо же их познакомить. Ну-ка, Василий Васильевич, пожалуйте-ка сюда. А ну, вот. Ну не сердитесь. Вот. Ну-ка, познакомьтесь. Так, прелестно. Вот так, ну не сердитесь. Будем здорово, доктор. Ну вот. Чудесно. Что ты мне долил? Как что, коньяк? Ёж! Нет, ежиха! Нет, еж. Типичный еж. Ох, вредитель, что наделал. Пожалуйста, Спиридон Степанович. Здравствуйте, Ксения Павловна. Мы уже здоровались, Спиридон Степанович. Здоровались, да? Ну, ли так. Прошу. Ты же рад, Ксения Павловна? Рад и счастлив. Понятно, нет? Прошу вас. Спасибо, Ксения Павловна, что вовремя сигнализировали, что и мне, так сказать, требуется душевное тепло, женская ласка. Я не понимаю. Ксения Павловна, я в общем и целом не против. Я за. Я просто хотел бы уточнить, поскольку любовь такая вещь, заваришь кашу, а потом костей не соберешь. Тем более на лицо жена, дети. Какая каша? Какие дети? Господи, так ведь это же не вам. Вот это улипнул. Понятно, нет? Вот бумажник, товарищ старший лейтенант. Троллейбусе. Подсунули. Даю слово, сейчас у человека подсунули. Который год езжу в троллейбус. Хоть бы кто-нибудь мне подсунул. Вы ж милиция. Кто подсунет? А я вот видит прилично одет человек в шляпе. Вот и пользуется. Ваши документы? Вытянули, товарищ старший лейтенант. Трамвай. Ваши вытянули, а чужие подсунули. Так точно. Все ясно. Давайте его пока на диванчик. А вот диванчик занят, товарищ старший лейтенант. Там тут командировочный, который в бассейне золотыми рыбками закусывал. А ну пусть тогда здесь посидит. Прошу. Слушаю вас. Да.
Так значит так, товарищ старший лейтенант, сегодня доктору Лаврову исполняется 60 лет. Извините, но, говорит... товарищ старший лейтенант, несчастье. Полчаса тому назад в троллейбусе бумажник из крокодиловой кожи. Ваш? Мой. Честное слово, мой. Ваша фамилия? Я Тазакбаев, артист цирка. По манежу Эльдорадос. А вы как можете это доказать? Очень просто. Вы не боитесь? Не боитесь? Можно бумажку? Нет. Нет. Да, вот это техника. Здорово. Садись! Вот и все. Убедил, товарищ старший лейтенант? Убедили, убедили. Проверьте задержимый и распишитесь в получении. До свидания. До свидания, до свидания. Эй, Казакбаев, Казакбаев. А где же старшина? Сейчас. Так значит так, товарищ старший лейтенант, сегодня доктору Лаврову исполняется 60 лет. Ну, какой он гражданин, говорить не приходится. Наш гражданин. И вот ряд организаций собирается его приветствовать. Я считаю, что и наш долг... Наш долг, товарищи, тоже откликнуться на это событие. А что скажет Мясков? Мясков всегда на высоте. А мнение культсектора? Наше мнение сказано, оп, сделано, оп, оп. А как коллегия? Коллеги, что же вы молчите, как статуи? Редколлегия за. Подними мне это. Так скажите мне, доктор, что есть главное в нашей работе? Очевидно ее результат. Понятно, скажите. Главное в нашей работе это умение признавать свои ошибки. Вот вы ушли. Так я посидел, подумал и осознал. Совершил ошибку. Обидел вас. Так давайте же впредь дружно, в тесном контакте, делать общее дело. Буду очень рад. А я аналогично. Тем более, у меня к вам просьба. Какая? Вот наш отчет. Вот. Видите? Что? Не, в каком виде моя голова? Ну что же, очень правильно, жара. Такая же там жара, с полной потерей внешности. Ну разве я могу с такой головой явиться к товарищу Омару? Вот я и просил бы вас пойти с отчетом, тем более данные все у вас. К сожалению, товарищ Филькин, я этого сделать не смогу. Почему? Видите ли, голубчик, я очень внимательно ознакомился с вашим отчетом. Так. Вы меня извините. Чуть-чуть. Но ведь это ж Филькина грамота. Да какая? А? Анатолий Николаевич, даю вам слово, с завтрашнего дня возьмемся за рентген, потом возьмем опять это... Я уже это слышал много раз.
А кончится все колючей проволокой и конюшней. Так, значит, не хотите. Что делать? Выходит, мы люди разные. Я к вам навстречу, а вы ко мне, извините, наоборот. Я-то думал, будем помогать друг другу, будем совместно... Вы меня простите, но это не помощь, а очковтирательство. Простите. Антон Николаевич, куда же вы? Ксения Павловна, мне стыдно, что такой человек мой руководитель. А что, плохой? Да, плохой. Руководящая работа – это специальность. Знаю, и ты в первый раз руковожу. Да, но санаторием вы руководите впервые. А какая разница? Ну, если сравнивать с конзаводом, то огромная. Ничего, товарищ Лавров. И эту премудрость оседлаю. Не зря говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Скажите, пожалуйста, знает Суворова? Оказывается, Филькин эрудит. Что? Ерудит? Да не ерундит, а эрудит. А, тем более ерудит. Ну, товарищ Лавров, за эрудита вы мне ответите. Так ответите. Господи. Вы меня, гражданка? Да нет, что вы. Алло? Мурат? Я слушаю. Катастрофа. Был у троих, отказали. Короче, настроение бодрое, идем ко дну. Что? Как у Бибигуль? Наверное, то же, что и у меня. Все, что вы не споете, доставит ему большое удовольствие. У меня есть одна новая песенка. Только я не знаю, подойдет ли она. Ты имеешь в виду песню о весне? Да. Очень хорошо. Я сейчас. Рошан, прошу, милая. Когда в твои окна весна постучится, окна открой. На солнце взгляни и послушай, как птицы поют весной. Скорей, мой хороший друг, на север взгляни, на юг, на наши просторы, синие горы, степь золотую вокруг. Ты пришла весна, ты чудесна. Ты идешь ко всем дорогам, от тебя по горам. Улыбнешься ты, расцветут сады, и сердца стучат сильнее, смелее мечты. Проходит весна по аллеям зеленым, шумит листвой. Как радостно быть молодым и влюбленным, друзья, весной. Весною нельзя грустить, нельзя одному бродить. Хороший, любимый, верный товарищ рядом с тобой должен быть. Ты пришла весна, ты чудесна. Ты идешь по всем дорогам, по степям, по горам. Улыбнешься ты, расцветут сады, и сердца стучат сильнее, смелее мечты. Хорошо, это очень кстати. Вот и второй номер нашего сегодняшнего концерта. А юбилей разве сегодня? Да.
К сожалению, товарищи, я не могу. У меня сегодня спектакль. Да? Здравствуй. Хорошо. Хорошо, хорошо, с удовольствием. А когда начало? Ровно 8. А что мы исполним? Я думаю, лучше всего отрывок из «Укрощения строптивой». Пожалуй, ты права. Шекспир, сильные чувства. Давно не играли. Но неужели ты забыла? Давай повторим. День добрый, Кэт. Как вас зовут, я слышу? Я вижу, расслышали вы плохо. Меня зовут все люди Катариной. Неправда. Попросту зовут вас Киской. То славной кисенькой, то киской злюкой, но киской. Самой лучшей киской в мире. Вот что, киска, тебе скажу я, киска, жизнь моя, прослышав, как тебе за красоту повсюду превозносят, и за кротость подвигнуть был посвататься к тебе. Час добрый. Тот, кто двинул вас сюда, пусть двинет и отсюда. Сразу видно, что вы недвижимость. Что? То есть как? Как табурет. Садись же на меня! А нам, как ты, привычно груз носить. А женщинам как-то еще привычней. Ищи-ка для тебя другую клячу. Ну, оса, ты слишком уж сердита. Раз я оса, так и жало берегите. Я попросту возьму его да вырву. Да? Если бы Дурин мог его найти. Известно всем, где жало у осы. В хвосте. Нет, в языке. В чьем языке? Того, кто верит от хвоста. Прощайте. Как? Мой язык в твоем хвосте? Нет, я дворянин. Сейчас проверим это. Ударь еще. Клянусь, там тумака. Извини, голубчик, звонят. Ты говоришь, тогда Германия... Ты не понял, кто-то звонит. Звонит, понимаешь? Я сейчас. Нет, не надо убегать. Ну, ты отвечаешь, оставшись, я вас буду раздражать. Я говорю, и чуть, а мне мила это чрезвычайно. Понимаете, у нас сегодня концерт. Сегодня ни за какие деньги. Нет, бесплатно. Тем более, то, что я говорю, сегодня я тоже выступаю бесплатно. Простите, меня ждут. Одну минуточку. Это очень важные события, это очень, понимаете... Понимаю, сочувствую, но как-нибудь в другой раз. Всего хорошего. Алло. А ну-ка, пройди, я посмотрю. Ты не хромаешь? Ступай, дурак! Приказывай прислуге! Ночь тихонько подошла, в небе звездочки зажгла, ветерок заснул в степи, речка спит и мостик спит. Только в поле светлячок, голубой фонарь зажег. Он гостей к себе позвал и устроил шумный бал.
видеть лишь во сне. Почему же мой малыш до сих пор еще не Впервые колыбельная в моем исполнении достигла цели. Слушатель заснул. Чудесный ребенок. И какое сходство с вами? Неужели? Брови, нос, губы, вылиты вы. Да? Это просто поразительно. Но я вас должен огорчить. К этому ребенку я не имею никакого отношения. Сосед пошел за папиросами и попросил, чтобы я развлек его дочку. Чем могу быть полезен? Скажите, вы сегодня вечером свободны? Сегодня? Да. О нет, сегодня я в гостях у моего друга. Видите? Подарок. Спиридон Степанович, катастрофа? Катастрофа? С концертом очень плохо. Ну и очень хорошо, что очень плохо. Пусть убедятся, что Федькин прав. Бесплатно на артистах далеко не уедешь. Что же делать, Спиридон Степанович? А дело то, что все делают. Доклад и оклад. Соберемся, отзовемся, ну и это, и разойдемся. Если придет наш маляр, не выпускай его, пока он все не закончит. Я же женщина. Неудобно же применять к нему физическую силу. И не надо. Если он сегодня трезвый, пусти его и закрой. А какой он из себя? Невысокого роста, черненький. Слушай, друг, будь любезен, подержи-ка. Пожалуйста. Ну, давай. Вот, спасибо. Держи, помоги. Вы с ума сошли! Эй, возьмите свои вещи! Возьмите! Простите, здесь живет артистка. Здесь, заходите, Да. заходите. Спасибо. Извините, что я в таком виде. Скажите, вы не пьяны? Что? Я спрашиваю, вы трезвы? Конечно. Вы видели, что я сделала? Пока вы не выполните своего обещания, из этого дома не уйдете. Какого обещания? Он еще спрашивает. Я вам не моя сестра. Со мной этот номер не пройдет, понятно? Идите. Послушайте. Хватит. Слушали, 3 недели слушали. Да поймите же. Что поймите? Вы маляр? Нет, я художник. Бросьте. Все маляри говорят, что они художники. Идите. Идите, вот ваши инструменты, Алифа. Идите работайте. Да послушайте, я из дома отдыха. Из дома отдыха? Да. Работать надо, молодой человек, а не отдыхать. Да послушайте, я насчет концерта. Пока все не будет закончено, вы отсюда не выйдете, понятно? Да что вы делаете? Да послушайте, я вам скажу, что... Не стучите, не кричите, это бесполезно. Я ухожу. Здравствуйте, девочки, здравствуйте. Это что, твоя невеста? Сестра.
плещешь, милая Герма. Нежная, милая, приходи, приласкай, моя радость, приерте мой. Вон она сидит. Иди, умоляй, проси на коленях, а я пойду к певицам. Ниже, ниже. Хорошо? Простите. Не мешайте, я занята. Девушки, смотрите, руки, руки. Вот, вот, вот. Хорошо. Вот так, правильно, вот, вот. Извините, пожалуйста, в чем дело? Как вы сюда попали? Видите ли, я... Джамал Атас, сколько раз буду просить вас не пускать никого во время репетиции? Идем, идем, девушка, идем. Хорошо, хорошо. Девушки, свободны. Спасибо. Диночка, на сцену. Скажите, а когда нас освободить? Часов 5. А вечером? А вечером у нее концерт. Идите, идите, девушка.
не повезет, то его и на верблюде собаку укусит. Где же он ходит до сих пор? Просто ума не приложу. Так что мы имеем на данном этапе? 50% одной певицы. Как? Либо будет, либо нет. Одна надежда на Мурата. До чего я завидую этому Мурату? Почему? Подумайте сами. Напрасно завидуете. Он человек с ужасным недостатком. Каким? Ревнивый очень. Ну, это ерунда. Придумайте повод и ревнуйте тоже. Пусть испытает на себе. Это мысль. Будем по стенкам лазить, так что несчастный случай. 2 часа в чужой комнате. Понимаете? Сижу, не могу выйти. Ну, думаю, все кончено. А что кончено? Юбилей нашего доктора. Я и полез в окно. Какой юбилей? Сегодня же юбилей доктора Лаврова. Да ну! А вы его что, знаете? А как же? Так вот сегодня наша милиция будет его приветствовать. А мы? Мы что же? Рыжий, что ли? Ловко он вывернулся из этого пикантного положения. Да, легко отделался. Спасибо. Зачем? Что, муж, что ли, приехал? Какой муж? Муж этой женщины. Да ты что, ты это понимаешь? Ну ладно, ладно. Милиции ты объяснил, пожарникам тоже. Но между нами, говоря, все это было не так. Как ты смеешь про меня? Да ты что, ты понимаешь? Разрешите, товарищ. Пожалуйста. Бибигуль, вы мне верите? Да какие у тебя основания так говорить про меня? Да как ты смеешь? Когда есть основания, говорить уже поздно. Ты лучше скажи, где актриса? Откуда я знаю? Меня же заперли. Товарищ, разрешите. Пожалуйста. И ты никого не пригласил? Никого. Да? А мы так на вас надеемся. А я на вас. Значит, концерта не будет. Нет, будет концерт. Все равно будет. Давайте репетировать. Все наши встречи были днями чудес. Я так его любила, но он исчез. Сердце успокоится. Нет. Я это не буду петь. Почему? Я слишком люблю доктора. А я нет. Прошу. Все наши встречи. Киркин прав. Мы сольем юбилей. А ты точно знаешь, что она туда уехала? Конечно. Скорей, Такен, может быть, догоним. Я кнутом буду гнать моего коня. Попытайся догнать побыстрее меня, потому что боюсь, если я оглянусь, обожжет меня твой взор. Я коня сажу и сама все скажу, что таила до сих пор. По дороге летит конь мой вороной, мчись быстрее, жени, не отстань, родной, потому что боюсь, если я оглянусь, обожжет меня твой взор. Я коня сажу и сама все скажу, что таила до сих пор. Поскорее меня должен ты догнать, попроси же коня, дай ему понять, потому что боюсь, если я коня сажу и сама все скажу, что таила до сих пор. Стоп! Это же не сказки, а черт, и что? С вирусом! Палку, Анжела! Ну что вы боитесь?
Вы же привязаны к лошади морским узлом. Еще раз. Еще раз. Начали. Приготовились? Приготовились? Мотор! Я кнутом буду гнать моего коня. Силкой с вами кричите. Нельзя. Записку можно? Нельзя, товарищ, нельзя. Кто тут зашел, а? В чем дело? Здравствуйте. Сицилиан Альбертович, что дальше? Степь, говорит. Хорошо. Как вас зовут? Бибигуль. Так вот, голубушка, вы мне подходите. Да-да. И вы? Все? Со мной? Вот это повезло. Как здоровье, Сицилиан Альбертович? Плохо. Окончу картину, в гроб лягу. Что такое? Сердце, голубчик. Анжела, со мной! Так. Героиня выходит оттуда, за ней девушки. Циркебаев сидит вот здесь и поет. А где Циркебаев? Где Циркебаев? А где Циркебаев? Его нет. Его нет? Его нет? Как нет? А где он? Сегодня у него общее собрание. Анжела. Все пропало. Съемка сорвана. Стойте. Такен, дружище! Только ты один можешь спасти художественную кинематографию. Так я же не умею играть. А голос? Так я же не умею снимать. Да никто не умеет сниматься, снимают. Да, ты не беспокойся. Если плохо будет, я тебя вырежу. Как? Ножницами. Ну, стой. Взгляд направо, смотри налево. Ой, микрофон. А что петь? Что? Песни Абай. Костюмы? Костюмы! Почему он соглашается? Нам надо только сообщить ей и ехать дальше. Не знаю. Я ей передам записку. А вы, голубушка, не отрывайте от него влюбленного взгляда. А? Смотрите, какой красавец. Я бы на вашем месте влюбился в него. А мне что делать? Что делает в таких случаях? Ну, ревнуйте, злитесь, кипятитесь, вскипайте. Она действительно очень мила. И он тоже. Ревнуйте. Откуда он все знает? Внимание! Луна. Луна. Звезды. Звезды.
Ну что вы делаете, а? Ведь по сценарию вы должны отказаться, вы соглашаетесь. Это не типично. Все сначала! Все сначала! Все сначала! Где, Такен? А где эти субъекты, которые здесь ворковали? Где субъекты? Где субъекты? Уехали. Как уехали? Ну вот уехали. Анжела! Решим иначе. Черт с ними. Колодец, героиня выходит одна и поет частушки. Сицилиано, Альбертович, но ведь по сценарию совсем не так. Голубушка, сценарий для того и пишется, что вы переделывали. Начали! Скажите, пожалуйста, что это за массовая процессия? Цирк, что ли? Не знаю. Нет, это не цирк, это киносъемка. Может быть. Ошибаетесь, это цирк, гражданин. Очень может быть. Извиняюсь, все понял. Это киносъемка, которая снимает цирк. Весьма возможно. Кто это? Не беспокойтесь, Василий Васильевич. Кто? Василий Васильевич. А как фамилия? Ох, эти артисты, никогда не думала, что они такие. Да, Филькин был прав. Филькин всегда прав. Артисты откликнутся, да? Это для того дорог, чтобы откликаться. Понятно, нет? Артисты приехали. Скорее, Мурат, скорее за доктором. Что? Скорее. Товарищи, почему вы здесь? Вы-то понятно почему. А почему вы здесь? Так вы к доктору? Ну, конечно. Ой, милая, и вы здесь. О, если бы знали, что мне стоило растопить ледяное сердце худрука. Полчаса на коленях перед ним стояла. Не всегда же ему стоять на коленях пред тобой. Товарищи артисты, такие вы хорошие, милые. Ну, вы нас слишком не захваливаете. Мы, артисты, люди далеко не безгрешные. Но в вопросах отзывчивости никому не уступим. Посмотрите, сколько друзей у вашего доктора. А столько друзей может быть только у очень хорошего человека. Наш доктор не только добрый товарищ, но и настоящий труженик. А таких людей у нас очень ценят. Прошу вас, товарищ. Я во всем виновата. Я его прошляпила. Новое осложнение. Артисты приехали, доктор нет. Черт. А может быть, он убить Муратова? А? Да. Слушаю. Да. У меня. Нет, он никуда не поедет. С кем ты говоришь? Как? Срочно нужен врач? Что вы говорите? Ай-яй-яй-яй. Такой случай. Вы меня не поняли, Сережа. Нам не нужен врач, нам нужен доктор. Не знаю, мой друг. Как он поступит? Что ж, я передам. Что такое? Здравствуйте, Мурат. Здравствуйте. Почему такой мрачный? Ой, несчастье. Что? Вот гости все в зале, а доктора еще нет. Ловко. Юбилей без юбиляра. Как же вы так? Ой, не спрашивай. Здравствуйте, товарищ Омаров. Какими судьбами? Очень рад. На юбилей. Да, организовали, и все проведем на должном уровне. Вот адрес в адрес.
товарища доктора, может, интересуетесь? Все в порядке, как полагаете. Вы думаете? Да, а что? Папка-то есть, а вот человека нет. Как нет? Да вот как нет. Ну что ж поделаешь, из-за одного человека мы будем срывать мероприятие. Да. Товарищ Виктор, а вас обратно не тянет? Куда? На конзавод. Тянет. Тянет, товарищ. Не понимаю. Но я и тут на коне. А по-моему, ваш конек все-таки лошадь. Вы думаете? Да, подумаю. Понятно, нет? Скорей. Скорей, скорей, мой дорогой доктор. Ты сейчас здесь нужен больше всех. Идем, дорогой. Дорогой, поздравляю. Дорогой доктор, позвольте мне сказать только лишь одну фразу, вашу. Радовать человеческое сердце так же важно, как и лечить. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо, друг. Друзья мои, друзья мои, Бибигуль, дорогая, у меня к вам один вопрос. Потом, Мурат, потом. Вы замечательные ораторы. Бибигуль, дорогая, у меня к вам один вопрос. Потом, таким, потом. Аким, идем скорее, жду. Жалко, что годы проносятся мимо нас, не щадя. Недавно мы были совсем молодыми, но дни спеша. Пускай на висках видна печальная седина, но это не страшно, если с тобою весна. И пришла весна, и чудес полна, и идет по всем дорогам от тебя гора. Улыбнется ты, расцветут цветы, и сердца длиннее, веселее. Что делать? По традиции, героиня комедии в конце картины выбирает себе жениха. Вот и я должна. Если я выберу Татьяну, а как же Мурат? А если Мурата? Нет, он мне меньше нравится. Вам, друзья, со стороны виднее. Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть? Мой адрес? Молодец. Алмата? Молодец, Турсунова.
Вы все это очень хорошо придумали. Что? Юбилей нашего милого доктора. А, это не я. Это придумали работники Алматинской киностудии.